Кыргызстане вводится новая мера пресечения – электронное наблюдение. 16 февраля 2024 года президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Электронное наблюдение должно стать альтернативой для самой частой меры пресечения – заключения под стражу, которая сегодня запрашивается к применению в более чем 90% случаев. В первую очередь электронное наблюдение будет применяться к лицам, обвиняемым в преступлениях, не связанных с применением насилия, в том числе по делам экономического характера. Электронный мониторинг может осуществляться через электронные браслеты, которые крепятся на руке обвиняемого, через мобильное приложение на сотовом телефоне. Обвиняемый должен будет проходить фейс-идентификацию через установленный промежуток времени, через веб-браузер, доступ к которому обвиняемый будет осуществлять посредством своего мобильного телефона. Как будет работать система? Система позволяет отслеживать обвиняемого, фиксировать все места, посещение которых ограничено. При отклонении от разрешенного маршрута генерируется сигнал, требующий возвращения в разрешенную зону. Этот процесс будет отслеживаться через специализированные мониторинговые центры, работающие круглосуточно. Электронные браслеты надевают на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении. Мобильное приложение устанавливается на телефон обвиняемого с возможностью осуществления дистанционной идентификации путем функции Face ID. Внедрение электронного наблюдения позволит существенно снизить число граждан, содержащихся под стражей во время следствия, минимизирует последствия незаконного задержания при оправдании судом, снизится нагрузка на инфраструктуру органов исполнения наказания. Электронное наблюдение не будет применяться к тем лицам, которые обвиняются в особо тяжких преступлениях и в тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.